Под звуки старинной музыки небольшая разминка. На старт только после разогрева мышц. Лыжные палки пока лежат на земле, ждут своего часа. Это 200% здоровья и отличного настроения. Вот. Давно вы занимаетесь? Я уже сносила одну пару палок, это у меня вторые. Да. Я занимался лыжами, просто сейчас уже по возрасту стало тяжелее. А скандинавская ходьба позволяет быть активным до конца, как говорится. Не прекращать. Трассу пришлось проложить по набережной. Теплая погода не позволила провести соревнования по льду Онежского озера, как планировали изначально. Участники, кто поопытней, выбрал 8-километровую дистанцию. Новички решились только на 2 километра. Наша Карелия волшебная, и проведение фестиваля скандинавской ходьбы именно в Карелии – это удивительное событие, куда хотят приехать люди из других регионов, посмотреть самобытную Карелию, походить и получить удовольствие от нашей природы, от нашей атмосферы. В самой Карелии скандинавская ходьба еще 2 года назад больше носила стихийный характер. Любители собирались небольшими группами и гуляли с палками в парках и зонах отдыха. В 2017-м появилась школа Сканди Карела, которая объединила так называемых скандиходов. В конце 2018-го движение получило президентский грант. На его средства теперь все желающие 2 раза в неделю могут тренироваться бесплатно. В рамках же гранта был организован и сам фестиваль здоровья, который собрал из региона страны порядка 300 любителей ходьбы с лыжными палками. Елена Кононова, Юлия Кучеренко, Сергей Беляев, Юрган телеканал при содействии САМПа ТВ 360.